Милдю, английский mildew, или ложная мучнистая роса винограда, самая распространенная вредоносная болезнь европейских сортов культуры, поражающая все наземные органы. Вызывает заболевание грипп плазмопара витикола, который в 1878 году был завезен из Северной Америки во Францию и со временем распространился по всем виноградникам Европы. Именно появлением этой болезни обусловлен упадок европейского виноградарства в конце 19 и начале 20 столетия. Милдью винограда проявляется осветлением пораженных тканей. На молодых листьях образуются маслянистые, желтоватые прозрачные пятна величиной с небольшую монету. На старых же листьях пятна имеют угловатые очертания и располагаются в основном вдоль жилок. Вскоре на нижней стороне листьев под пятнами появляется белый мучнистый пушок – грибница. Распространяются пятна на все зеленые органы растения – усики, побеги, гребни, соцветия и молодые ягоды. Пораженные соцветия желтеют и скручиваются, а впоследствии буреют и сохнут. Ягоды синеют, темнеют и сморщиваются. Они становятся как будто кожистыми и непригодными для еды и виноделия. Обезображенные милдью листья преждевременно опадают, а больные верхушки побегов сохнут. Скорость развития болезни зависит от температуры воздуха. При 20-25 H признаки милдью возникают на 4-5 день, а если погода более прохладная, симптомы проявятся позже. Прогрессирует заболевание в условиях повышенной влажности. Ущерб от болезни при отсутствии защитных мероприятий может составить 50% урожая. Меры борьбы с милдью. Если вы выращиваете европейские сорта винограда, вам в любом случае придется принимать меры против милдью. Борьба с милдью включает в себя в первую очередь применение химических средств. Однако немаловажное значение имеет также профилактика заболевания и мероприятия по уходу за виноградом. Если лозы посажены просторно, это способствует хорошему проветриванию и быстрому подсушиванию кустов, а, следовательно, уменьшает опасность распространения инфекции. Очень важно своевременно удалять пасынки и лишние побеги, подвязывать прирост и регулярно удалять сорняки. Обработка винограда от милдью. Лечение милдью винограда осуществляется противогрибковыми средствами, содержащими медь. Есть среди них препараты, которые смываются первым же дождем, а есть те, что имеют длительный срок воздействия – до 3 недель. Значительная часть фунгицидов содержит медь, которая является самым подходящим и недорогим средством борьбы с милдью. Однако некоторые сорта винограда плохо реагируют на обработки медсодержащими препаратами, особенно в пору цветения. Чем лечить милдью на тех сортах винограда, которым применение меди противопоказано? Существует ряд препаратов против милдью, которые называются органическими фунгицидами. Они не содержат меди, и тем не менее прекрасно справляются с настоящей лужной мучнистой росой. Их основу составляют такие действующие вещества, как каптан, мнип, цинип, манкоцеп, тиром, цинос и другие. На рынок эти препараты поступают под разными названиями. Сегодня есть в продаже и такие фунгициды от милдью, которые представляют собой комбинацию органического фунгицида с серой или медью, а иногда и с обоими веществами. Наличие в препарате серы позволяет уничтожить инфекцию буквально за одну обработку, а соединение меди с органическим веществом смягчает ее разрушающие действия на чувствительные к меди сорта винограда. В борьбе с сильным поражением милдью хорошо зарекомендовали себя такие препараты контактного и системного действия, как Ридомил Голд, Чемпион, Квадрис, Кабриотоп. Заболевание милдью, профилактика. Значительно облегчить борьбу с милдью на винограде помогают превентивные меры. Первая профилактическая обработка осуществляется весной, сразу после подвязки лоз к опоре. Обрабатывают виноград, землю под кустами и междурядья, после чего для подавления распространения инфекции участок мульчируют. В качестве препаратов для обработки применяют растворы бордоской смеси, оксихома, абигопик или других препаратов.
приготовленные в соответствии с инструкцией. Следующую профилактическую обработку проводит в период появления 4-6 листьев. Поскольку бордоская смесь подавляет развитие молодого прироста, ее на этом этапе применять нельзя. Для опрыскивания используют препараты полихом или поликарбацин в 10 мл раствора для обработки, приготовленного в соответствии с инструкцией. Целесообразно добавить 80-90 граммов коллоидной серы, которая защитит виноград не только от милдью, но от оидиума и даже от клещей. Кроме того, сера стимулирует образование листьев. Перед началом цветения виноград обрабатывают растворами препаратов Тевиджет, Топаз или Актелик, а после цветения, когда плоды будут уже размером с мелкий горох, необходимо опрыскать кусты и почву под ними раствором препарата контактно-системного действия, к которым относятся Тонос, Ридмил Голд, Акробат и другие. Старайтесь фунгициды чередовать, поскольку одним из главных недостатков некоторых из них является развитие резистенции, то есть привыкание к ним грибка. Именно поэтому каждый из препаратов можно использовать только один раз за сезон. Во время листопада проводят обрезку кустов винограда, после чего все листья, срезанные побеги и ветки сжигают. Перед укрытием на зиму виноград и почву под ним обрабатывают раствором 1 кг соли или 200 граммов мочевины в 10 мл воды. Из множества фунгицидных препаратов чаще всего в борьбе с милдью применяют такие: Абигапик – МИД, содержащий контактный фунгицид широкого спектра действия, предназначенный для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями овощных, технических, плодовых, декоративных и цветочных растений. Умеренно опасное вещество. Акробат МЦ – фунгицид системно-локального действия, используемый для борьбы с альтернариозом и фитофторазом картофеля, милдью винограда и пираноспорозом огурцов. Опасное вещество. Бордоская смесь – фунгицид широкого спектра действия, предназначенный для защиты овощных, ягодных, плодовых, бахчевых, цитрусовых, цветочных и декоративных растений от комплекса заболеваний. Опасное вещество. Медный купорос – МИД, содержащий контактный фунгицид широкого спектра действия, используемый для борьбы с болезнями декоративных, плодовых, ягодных культур и кустарников. Умеренно опасное вещество. Оксихом – системно-контактный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с грибками класса амицетов. Опасное вещество. Ридмил Голд – системно-контактный препарат для борьбы с альтернариозом, фитофторазом и другими грибковыми болезнями. Опасное вещество. Квадрис – фунгицид широкого спектра действия для защиты винограда, огурцов закрытого и открытого грунта, томатов, лука, картофеля, а также спортивных газонов от комплекса заболеваний. Опасное вещество. Кабриотоп – комбинированный фунгицид широкого спектра действия, специально разработанный для защиты винограда одновременно от оидиума и милдью. Умеренно опасное вещество. Тиром – контактный пестицид, применяемый для защиты растений от фитопатогенных грибов. Препараты на основе тирама относятся к А2 и 3 классам опасности для человека. Полихом – фунгицид комплексного действия, эффективно защищающий растения от таких заболеваний, как манилиоз, пираноспороз, милдью, фитофтороз и других болезней, имеющих грибковую природу. Умеренно опасен. Поликарбацин – системный фунгицид защитного и лечебного действия, который применяют для борьбы с грибковыми заболеваниями овощных и плодовых культур. Умеренно опасен.